Смотрите в программе. Российские ученые дали прогноз о второй волне коронавируса. Более сотни образовательных учреждений Якутии получат новое оборудование в рамках национального проекта «Образование». На днях дворец спорта Кимберлит открыл двери для посетителей в Мирном. Как будут проходить занятия в период продолжающейся пандемии? Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Ученые дали прогноз по второй волне коронавируса. Они считают, что в случае роста заболеваемости осенью и зимой последствия не будут столь тяжелыми, как весной 2020 года. На сегодняшний день в России уже отработаны основные схемы профилактики, а иммунная прослойка по ряду городов выше, чем в зарубежных странах. Поэтому такой вспышки смертности ожидать не стоит. Однако избежать угрозы можно только при условии, если граждане продолжат соблюдать меры личной безопасности и гигиены. Также, по мнению ученых, осенью заболеваемость коронавирусом может увеличиться. Главным образом из-за того, что вырастет плотность пассажиров в общественном транспорте, а погода сменится на более влажную и прохладную. Коронавирус унес жизнь еще 2 человек за минувшие сутки в Якутии. Лаборатории отработали более 2700 анализов, из них 46 оказались положительными. Такова последняя информация оперативного штаба, которую в ходе ежедневного брифинга сегодня озвучила министр здравоохранения Республики Елена Борисова. Из 46 новых случаев в Якутске 22 заболевших. В Оленёкском районе 5 новых случаев, в Мегино-Кангаласском, Мирницком, Татинском по 3 больных, в Кангаласском и Нерюнгринском районах по 2 и единичные случаи в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Главврач Петербургской больницы дала рекомендации переболевшим коронавирусом. Медик рекомендовала прием витаминов группы D и B, магния и системных энзимов. Также желательно укреплять иммунитет при помощи травяных лекарственных препаратов, таких как володушка, иван-чай и ромашка. Не стоит забывать и про легочную гимнастику. Если необходима реабилитация, она призвала обращаться к участковым врачам. Медик в том числе рекомендовала по возвращению домой полоскать рот водой или раствором ромашки, а также аккуратно мыть ноздри, используя детское или хозяйственное мыло. В общественных местах она призвала носить защитные маски и перчатки. Более 110 тысяч человек, пострадавших от пандемии коронавируса, пройдут обучение по программе World Skills Russia. На переобучение из федерального бюджета выделено более 2 миллиардов 900 миллионов рублей. Об этом сказала директор Академии World Skills Russia Светлана Крайчинская. Обучение пройдет бесплатно по наиболее востребованным в их регионе направлениям, в том числе с применением дистанционных технологий. Образовательные программы размещены на сайте Академии. Заявку на обучение можно оформить на портале «Работа в России». Выпускники колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за ситуации с коронавирусом, пройдут стажировку. Программа будет действовать до конца декабря этого года. Социальные гарантии, здравоохранение, поддержка Института семьи, развитие предпринимательства и институтов гражданского общества. В законодательство Якутии готовятся изменения, соответствующие принятым поправкам к Конституции России. За подготовку ответственна рабочая группа, представляющая социальный блок. По словам вице-премьера республики Ольги Балабкиной, речь идет о 4 статьях Конституции страны. О том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, о создании условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, о защите семьи и института брака, а также положение об уважении труда граждан и гарантировании МРОТ не менее величины прожиточного минимума. Механизм выравнивания тарифов на электроэнергию для всех потребителей Дальнего Востока обсудили в Госдуме. Он рассчитан до 2028 года. Соответствующий законопроект уже разработан правительством России. Новые подходы по субсидированию энерготарифов должны быть утверждены на этой неделе. Позиция регионов Дальнего Востока такова, что наряду с льготами для субъектов малого и среднего бизнеса целесообразно продлить перекрестное субсидирование и для отрасли ЖКХ.
Общая сумма надбавки составляет 37 миллиардов рублей. В случае отмены программы выравнивания у регионов возникнут дополнительные расходы. В Якутии эта сумма может составить более 8 миллиардов рублей. В нашем регионе самый продолжительный и энергоемкий отопительный сезон. Он длится от 9 до 11 месяцев в году. Из республиканского бюджета ежегодно субсидируются расходы на оплату ЖКУ в размере 26 миллиардов рублей. Если мы говорим о реализации проектов на северных территориях на Дальнем Востоке, то в первую очередь нам нужны дороги, нужна энергетика. Выравнивать тариф до 2028 года, он должен, наверное, все-таки рассматриваться как вариант. Потому что, исходя из того, что если, допустим, для бюджетного сектора всей бюджетной системы будут установлены тарифы, которые сегодня действуют 71 рубль, то в этом случае, конечно, возникнут задолженности. Потому что мы должны понимать, это касается и федерального бюджета, и регионального бюджета, и муниципальных бюджетов. Те выпадающие доходы, которые возникнут, плюс доп. Расходы, плюс выпадающие доходы, которые возникнут у промышленных потребителей, так как они наверняка все это отнесут, это будут выпадающие доходы у субъекта. В МинЖКХ и энергетики Якутии объяснили, когда начинается отопительный сезон. Итак, согласно постановлению правительства, он стартует со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов Цельсия. Речь идет именно о среднесуточной температуре наружного воздуха, а не в вечернее или ночное время. Так, к примеру, срок начала отопительного сезона в столице, в Якутске, 9 сентября. В прошлом году он начался 7 сентября. В первую очередь отопление подается в школы, детские сады, медицинские учреждения и только затем в жилые дома. Отметим, что отопительный сезон уже начался в арктических районах республики – в Алайховском, Анабарском, Булунском, Нижнеколымском, Оленёкском и Устьянском районах. Заявление на получение детской выплаты в 5 и 10 тысяч рублей можно сдать до 30 сентября. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. Данные выплаты производятся с апреля 2020 года по указам президента на детей до 16 лет. Заявление подается через портал госуслуг или путем личного обращения в территориальные органы Пенсионного фонда. Право на выплату также имеют дети, находящиеся под опекой и попечительством и проживающие в детских домах. По данным якутского отделения фонда, по ежемесячной выплате 5 тысяч рублей принято почти 39 тысяч положительных решений. Выплаты же в 10 тысяч рублей получили почти 200 тысяч детей. Более сотни образовательных учреждений Якутии получат новое оборудование. В рамках нацпроекта образования в регионе проходит обновление материально-технической базы школ и СУЗов. Благодаря федеральной субсидии прибыли вычислительная техника, программное обеспечение и презентационное оборудование. В ближайшее время их распределят между 76 школами и 26 СУЗами. Вот сейчас, как раз в эти дни, в активном, так скажем, режиме образовательные организации получают оборудование. Это 38 ноутбуков, в том числе из них 30 ноутбуков для мобильного класса, для применения обучающимся в образовательном процессе. Это 2 интерактивные панели, МФУ. Но, мне кажется, очень хорошее подспорье для организации цифровой образовательной среды у нас в образовательных организациях. В Мирном с 1 сентября вводится дополнительный рейс по маршруту Мирный, поселок Алмазный, село Арылах. Нововведения приняты для удобства школьников из близлежащих поселений. Отныне с окончанием первой смены учащиеся смогут вернуться домой без длительного ожидания. Таким образом, количество рейсов 101 маршрута увеличится до 9 в день. Также учащиеся, которые проживают в отдаленных микрорайонах города Мирного из семей с невысоким доходом, получат начисление материальной помощи на проезд в городском пассажирском транспорте. Муниципальной программой предусмотрена оплата 450 поездок. Величина прожиточного минимума составляет в среднем на душу населения 17 386 рублей. Мы умножаем эту сумму на 1,5. У нас получается практически, наверное, чуть больше 26 тысяч. Это на человека в среднем. То есть, допустим, если взять семью из 4 человек, то получается, что совокупный доход семьи здесь должен быть не выше порядка 104 тысяч. Если раньше получали вот эту меру социальной поддержки только малоимущие семьи, то потом мы, скажем так, расширили немного круг, и уже большее количество граждан может претендовать.
Если кто-то сомневается, подходит он или нет, также можно к нам обратиться за консультацией. Мы всю подробную информацию можем подсказать. На днях дворец спорта «Кимберлит» открыл двери для посетителей в Мирном. Там все готово к безопасным занятиям. На входе в здание уже установили дезинфицирующие коврики и дозаторы. Правда, выполнять упражнения одновременно в помещении смогут не более 20 человек. Анна Брянская о том, в каких условиях работают спортивные заведения сегодня и какие рекомендации должны соблюдать приходящие в них. Ощущения самые отличные. Долгое отсутствие занятий в связи с этой пандемией нарушили мои планы по подготовке к летнему периоду. И вот по возвращению с лета начал восстанавливаться. Чувствую очень хороший заряд. Еще бы! Иван Лебедев с детства неразлучен со спортом. Тренировки, соревнования, работа над своим телом – все это неотъемлемая часть жизни. Но пандемия разлучницы распорядилась иначе. Силовые тренировки ушли в незапланированный отпуск на полгода. Когда Иван узнал, что открывают рестораны, а спортзалы все еще закрыты, был недоволен. Я как бы не тот человек, который любит выпить, отдохнуть. Мне надо вот то место, где я расслабляюсь душой и телом. Иван не единственный мирненец, для которого спорт – это отдых и образ жизни. Один из частных спортивных залов был готов к открытию еще в апреле. Новые современные тренажеры, гантели и большие зеркала по периметру встретили своих гостей только сейчас. Естественно, как на представителей, как на многих представителей малого бизнеса пандемия сказалась тоже на нашей работе, на потоке клиентов, на формировании каких-то групповых тренировок, на формировании именно клиентов на персональные тренировки. Но мы, скажем так, не отчаиваемся, мы верим в наше светлое, лучшее будущее. Для фитнес-залов есть некоторые условия. Расстояние между занимающимися должно быть не меньше 2 метров. Персонал должен принимать и работать с посетителями строго в масках. Кстати, самих занимающихся это не касается. Дезинфицировать тренажеры должны каждые 2 часа. Групповые тренировки пока запрещены, но это касается только закрытых помещений. Например, заниматься йогой в парке можно, но также соблюдая социальную дистанцию. Свои ворота открыл и городской стадион «Триумф». Мирненцам, правда, пока не удастся понаблюдать за футбольными матчами, но вот воспользоваться тренажерами и беговой дорожкой вполне. На стадионе действуют те же условия: дезинфекция, дистанция. Маски на открытой местности можно не надевать. Многие мирненцы рады открытию спортивных площадок и залов, пусть и с некоторыми неудобствами в виде ограничений. Побегать приходят целыми семьями. Анна Брянская, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Увидимся в следующем часе.